Мне повезло, когда в 1976 году я начал заниматься журналистикой. В Якутске была всего одна пресс-служба только, в Министерстве внутренних дел. Да, и та, собственно говоря, занималась по большей части только подготовкой авторских публикаций в прессе, на телевидении, радио. Так что вот каждому начинающему журналисту приходилось и темы, и, что называется, героев искать самостоятельно. Чего, как мне кажется, лишены наши коллеги сегодня, к сожалению. Поэтому они такие все, ну или в массе своей одинаковые. Ну, впрочем, тогда я еще не думал, что журналистика станет сначала работой, а потом и делом всей моей жизни. Все потому, что я пришел в молодежную редакцию Гостелерадио СССР совсем даже не для того, чтобы работать. Сотрудничество с молодежной редакцией в 1976-1977 годах мною воспринималось как своего рода приятное и не бесполезное времяпрепровождение. Тогда по пятницам я приходил на радио, чтобы читать заготовленные штатными работниками молодежной редакции радио материалы, тексты для радиожурнала «Юность Сидора». Получал я за это гонорар 4 рубля 50 копеек. Ну, для сравнения, стипендия студента историко-филологического факультета, на котором я учился, отличника, была 40 рублей. А тут 4,50. То есть какая-то выгода от этого тоже была, хотя она была не очень актуальна, потому что я дома жил с родителями. Так вот, поначалу я воспринимал молодежную редакцию как своего рода тусовку. Ну, тогда, правда, такого словечка еще и в помине не было. Тем не менее, тогдашние тусовки, если можно так сказать, это сидение по дворам. Ну или максимум, это дискотеки. Летом в парке культуры и отдыха, ну а зимой в городском доме культуры. Он тогда располагался в таком страшненьком доме деревянном на углу улиц Пушкина и Пояркова. Место, кстати сказать, не очень уютное, далекое от центра и от автобусных остановок. Ну, в любом случае, эти развлечения были не для меня. Так вот, в августе 1976 года меня привлекли к этой самой читке, так тогда это называлось. Дело в том, что в те времена было принято, чтобы на радио передачи вели на два голоса, мужчина и женщина. Ну, не знаю почему и как, но на меня тогда обратили внимание в молодежной редакции. Ну, не думаю, что во мне угадали какие-то, не знаю, там, специфические профессиональные свойства. Скорее просто из-за безвыходности положения. То есть надо было записывать передачи, а записывать было некому. Случилось, кстати сказать, это после одной из передач на телевидении той же молодежной редакции. Дело в том, что тогда Гостелерадио СССР проводило по стране своего рода такой эксперимент, когда все редакции были совмещены, то есть телевидение и радио были отдельно. В большинстве это региональных телерадиокомпаний, ну тогда, вернее, Гостелерадио, они были раздельны. Но вот в Якутске в том числе было совместно все. Так вот, в августе 1976 года ребята из педагогического отряда «Союз пламенных сердец», была такая организация общественная, можно сказать, в Якутском госуниверситете. Нас пригласили после пионерского сезона, завершения пионерского сезона в пионерском лагере «Сокол», пригласили участвовать в телевизионной передаче, и вот тогда-то на меня и положили глаз, скажем так. «Юность Севера» она выходила по понедельникам, а записывалась каждую пятницу. И первые 3-4 выпуска, наверное, я просто читал чужие тексты, ну как диктор. Думаю, их автором была Катя Безносова. В редакции, как я уже позднее узнал, собственно, внештатных, скажем так, авторов было очень мало. Штатных работников еще меньше. Ну, вот именно Катя мне в какой-то из этих пятниц заявила: хватит, мол, читать чужие материалы, сделай что-нибудь свое. Вот, скорее всего, именно вот в такой форме предложение прозвучало. Катя по характеру была девушкой такой напористой, лаконичной. И, собственно говоря, мне пришлось ее послушать. И первым моим авторским материалом
стала зарисовка о комсомольской молодежной бригаде штукатуров отделочниц Людмилы Перевозчиковой. До сих пор со смехом вспоминаю, что Катя Безносова крякнула от неожиданности, когда увидела расшифровку, распечатку собственного материала, где интервью с девчатами я разбил на 5, может быть, даже на 6 частей. Это 5-минутное все такая зарисовка и 5-6 частей. Это было так вот мелко рубить лапшу тогда не было принято, но это я позднее только узнал. Ну вот так вот, собственно говоря, началась моя журналистская работа. Тогда, осенью 1976 года, мне и в голову еще не приходило, что журналистика может стать делом всех следующих лет моей жизни. Повторюсь, до лета 1977 года я ходил в редакцию на тусовку, а подготовка материалов была, помощью редакции. Я же видел, понимал, что нагрузка у ребят была очень большая. Они часто, что называется, зашиваются. Так что это было естественно совершенно, что я начал им помогать. Вот до сих пор не знаю, хорошо это или плохо, но в конце 80-х я стал идейным вдохновителем, можно так, наверное, сказать, той самой юности Севера. По правде сказать, эта передача мне никогда не нравилась. Ну, а в годы перестройки, наверное, не лишним будет напомнить, что перестройка эта началась в 1985 году. Эта передача, она и вовсе стала архаичной. И поэтому вытеснила ее с моей помощью часовая передача «Современный разговор». Ну, об этом немножко позднее. Впервые же вопрос о том, что журналистика может стать работой, я узнал весной 1977 года. Вот именно узнал, прямо так вот можно сказать. Дело в том, что тогда приближалось лето, я помню, пора отпусков, у меня, соответственно, каникулы, и старший редактор молодежной редакции Сережа Баранов поинтересовался у меня, какие планы на лето. Не думаю, что он даже выслушал меня. Спросил просто из приличия, имея в виду свою собственную версию того, как я должен буду провести каникулы. Потому что тут же предложил мне работу в редакции уже штатно. На лето. На 3 месяца, соответственно. Вот тогда-то меня и впервые осенило. Ведь это может быть еще и работой, а не только тусовкой. Вот так вот это дело началось. Не помню сейчас точно, но кажется осенью того же 1977 года Сергей Баранов вместе со своей супругой Людой Скирута, она уехала, она работала в редакции новостей, они уехали работать на студию телевидения в Хабаровск. Гораздо позднее, уже в начале 21 века, я его увидел в Якутске, когда он в составе делегации законодательного собрания Хабаровского края приезжал в Якутск. Какая-то командировка была, он уже тогда был председателем одного из постоянных комитетов. Вот тогда я его снова увидел только. Собственно говоря, для меня это пошло и поехало. Все последующие летние каникулы я уже штатно подменял кого-то из ребят-отпускников. А постоянно начал работать сразу после окончания госуниверситета в 1979 году. Правда, первый месяц я формально числился ассистентом телевизионного режиссера. В ожидании вакансии в молодежной редакции ее просто не было. Там всего 5 человек было. В то время Катя Безносова уже была старшим редактором сразу после Сергея Баранова. А работали еще в редакции Люда Секритова, Ася Николаева после замужества Ефремова и Толя Аргунов. Всего в редакции было 5 сотрудников, но вот имени 5-го я, к сожалению, сейчас уже не могу вспомнить. Помню, что это была самая возрастная среди нас женщина, но она вскоре уволилась. Вот. А меня приняли, собственно говоря, на место Толи Аргунова. Он к тому времени уже подавал заявление об увольнении, и вот в течение месяца, что я работал ассистентом, он уволился уже. Главным редактором общественно-политического вещания, куда входила и молодежная редакция, главным редактором работал Владимир Титович Варламов, заместителем у него Елена Степановна Миронова. Вот наряду с Катей Безносовой они оба стали моими наставниками. Неформальными. Хотя, может быть, это им и по должности полагалось, не знаю, да. Но на самом деле они очень так активно участвовали в том, чтобы я стал в
конце концов, журналистом. Кстати сказать, очень хорошо помню, как зародился этот журнал «Юность Севера». Наверное, я еще тогда в школе учился. И самая первая передача почему-то мне запомнилась так. Там была такая мизансцена, ну, словесная, конечно, ну, как бы я вот в воображении своем рисовал. Девушка и юноша придумывают название, стоя возле заиндевевшего окна. Стеклопакетов тогда еще в помине не было, конечно, и поэтому стекла зимой были как минимум в инее, а в максимуме уже и льдом покрывались. Так вот, они стояли возле окна, и девушка вот как бы пальцем рисовала там, вывела, вернее, «Юность Севера». Она произнесла вслух и предложила так назвать передачу, так она и стала называться. Убил я «Юность Севера» тоже в разгар зимы, в последний понедельник 1987 года это произошло. Тогда вышел в эфир последний выпуск «Юности Севера». Ну, а уже в первое воскресенье следующего 1988 года, это было 3 января, вышла в эфир первая на якутском радио передача прямого эфира «Современный разговор». С момента вот начала перестройки в 1985 году в СССР расцветал частный бизнес в виде кооперативов, формировался тогда отряд челноков. По большому счету закладывалась основа будущих капиталистических отношений, олигархов. Они вырвались в свободный, так сказать, полет плавания предпринимательства. И мы тоже вырвались из клещей цензуры. Ну, хотя к концу 80-х годов она еще номинально оставалась, именовалась эта структура управлением по охране государственных тайн в печати. Но вот именно в конце 80-х годов у них уже как бы полномочия поубавились. Они могли осуществлять только так называемый последующий контроль, то есть цензуру, читку они читали уже после того, как передача прошла в эфир. Ну, а вскоре этого тоже не стало. Но уже с конца 87 года мы уже мучились не столько вопросами там тайн печати, гостайн в печати, сколько тем, как поинтереснее работать. Так что появление современного разговора, оно было естественно. Признаюсь, мы все мучились этими вопросами насчет того, как интересно работать. И чем дальше, тем больше. Где-то по весне в Гостелерадио состоялось собрание организации журналистов, на котором обсуждалось, скажем так, обтекаемо, перспективы развития прямого эфира на радио в Якутске. Мероприятие, прямо скажу, беспрецедентное. Дело в том, что общее собрание журналистов тогда проходили только в канун отчетно-выборных республиканских конференций. То есть вот на общем собрании первичных организаций журналистов там рассматривались отчеты о работе о проделанной работе за отчетный период, там выбирались делегаты на республиканскую конференцию, ну вот такие вопросы дежурно отвечались. А тут шло обсуждение чисто профессионального вопроса. Да к тому же в течение 2 дней. Точнее сказать, вечеров, потому что собрание проводилось после окончания рабочего дня. И в первый вечер, тогда, я помню, мы не управились, и было продолжение во второй вечер. Откровенно говоря, обсуждали, а зачастую даже судили, можно так сказать, современный разговор. К примеру, вот первый заместитель председателя Гостелерадио Дмитрий Пухов заявил, что если бы он в начале 1988 года был на работе, а не в отпуске, то он бы не допустил просто выхода современного разговора в эфир. Так что хвалить нас на собрании никто не собирался. Ну, собственно говоря, мы это прекрасно понимали. И вот почему. Прямой эфир в то время был, ну, скажем так, поперек всем традициям, алгоритмам работы, технологий подготовки, выдачи передач в эфире. То есть там проблем было выше крыши, что называется. И к тому же он вызывал очень сильный стресс у бригады, которая выдавала передачу в эфир. Очень хорошо помню, вот что после эфиров был такой очень сильнейший стресс. Хотелось встряхнуться, сбросить напряжение. А никаких вариантов вот вытеснить вот это вот напряжение, оно тогда не было.
эмоциональную-то нагрузку. В те годы ведь ничего, кроме кинотеатров, в городе не было. Ну, а кино это фильм, это не тот вариант. И вот все это в совокупности в коллективе породило неприятие прямого эфира. Ну и плюс к этому еще усугублялась ситуация тем опасением, что вот сейчас всех обяжут делать передачи в прямом эфире административно, что называется. Ну и вот тогда обещание председателя Гостелерадио Валерия Васильевича Качаева, что силком никого в прямой эфир выходить заставлять не станут, руководство не станет, вот несколько снизило негатив по отношению к нам. И не только к нам, а еще и к Ларисе Утяшевой. Она работала старшим редактором литературных передач, и через какое-то время после того, как «Современный разговор» начал выходить в эфире, она тоже стала готовить передачи прямого эфира. В середине 90-х годов она вслед за своей дочерью мигрировала в Соединенные Штаты. Ну и вот с тех пор я, честно сказать, не знаю, сейчас живет она там. Ну, наверное, живет, дай бог ей здоровья. Так вот, перестройка на местном уровне, можно сказать, и ломка традиций произошла благодаря упомянутому Валерию Васильевичу Качаеву. Он в прошлом тоже журналист, газетчик, а непосредственно в Гостелерадио был назначен с поста первого секретаря Тампонского райкома КПСС. Надо сказать, что все руководители Гостелерадио Якутии пришли к нам с партийных постов. Ну вот, к примеру, секретарь Алексеевна Курчатова, при которой я пришел на работу, и предшественница вот Валерия Качаева на посту председателя Гостелерадио, она пришла к нам из Мирнинского горкома КПСС, в котором долгие годы отвечала за идеологию. Она там работала, по-моему, с самого вот начала формирования алмазной промышленности республики. Очень такая серьезная женщина, с одной стороны, но с другой стороны, ее все в коллективе называли за глаза, конечно, мамой. Ну, потому что она никак не вписывалась в стереотипы вот протократа, хотя, в общем-то, до мозга костей она, в общем, была большевиком и горой стояла на страже традиций. А вот Валерий Качаев отличался от нее тем, что хотел вот, скажем так, не просто выслужиться перед обкомом КПСС, наверняка это желание у него было, впрочем, не могу это утверждать, а еще он явно хотел стать одним из многих, не хотел, вернее, стать безликих руководителей. И поэтому вот все, что касалось каких-то нововведений, шест он обеими руками, что называется, был за это. Вот в этом смысле, на моей памяти, Валерий Качаев – это единственный руководитель Гостелерадио Якутии, который пришел не для того, чтобы запрещать, не пущать, а чтобы что-то новое появлялось в прием. Вот что касается современного разговора, то не было бы его без нашего режиссера, уже покойного, к сожалению, Гарри Борисовича Зельбета. В те годы, наверное, ему было уже под 50, а может быть даже и за 50, я точно не скажу. Но, несмотря на возраст, он сохранил стремление вот покуражиться, в хорошем таком смысле слова, и поучаствовать во всем новом для него. Вот. А еще я благодарен за такое же деятельное участие Альбине Даниловой, которая не испугалась новшеств, приняла его целиком и стала моей соведущей, соавтором этой передачи, и инженеру Андрею Крумину. Причем вот Андрей был в самом невыгодном положении среди нас. Дело в том, что он работал инженером на телевидении, никакого отношения к радио не имел. И тем не менее вот принял самое деятельное участие в технической подготовке эфира. Не побоялся осуждения своих коллег, как на телевидении, так и на радио, что, по сути дела, как говорится, лез человек не в свое дело. Это тем более ценно, что работа на радио, телецентре в те годы, она ведь очень жестко регламентировалась. В те годы, помимо Гарри Борисовича, режиссерами на радио работали, вот когда я еще пришел, Елена Покровская, Светлана Ильина, потом она Судаковой стала, и Николай Дьяконов. Не могу не отметить того, что на якутском радио конца 70-х, 80-х годах работали не просто технари, это я так собирательно называю их, а я вот не побоюсь назвать их личностями.
Ну, хотя, казалось бы, их работа, она никак не предполагает никакого проявления характера, что ли. Ну, вот тем не менее. Вот когда вспоминаю имена операторов звукозаписи, например, Розы Аманатовой, Лиды Охлопковой, Лиды Ермиловой, Сергея Круся, Светы Демиховой, Тони Климовской, или начальника цеха радиовещания Фаузы Ахметовны Буниной, начальника цеха звукозаписи Марины Черновой, инженера ремгруппы Юрия Васильевича Анисимова, инженера Альбины Крусь. Это вот такой, вы знаете, неимоверный калейдоскоп просто характеров, куража. Вот если бы я так думаю, вот представляю, что если бы они были персонажами какого-то художественного фильма, то зрители решили бы, что все это художественный вымысел, потому что не может быть такого стечения характеров, типажей в одном месте, в одно время. Было, и вот за это я благодарен судьбе. За то, что буквально она привела меня за руку студента в 1976 году на Якутское радио. Очень благодарен, искренне благодарен. Мне повезло в этой жизни. Это так. Ну и не могу сказать, не сказать, вернее, своих родителей. Сейчас очень жалею, что никогда при их жизни мы не говорили о моей работе, об их работе. Ну, отец у меня работал шофером, мама библиотекарем. Знаю вот о судьбах сотен людей, а вот о них, ведь, по сути дела, ничего толком-то сказать не могу. Не знаю, кем они мечтали стать, когда были детьми, подростками, до того, как были призваны на войну, о том, насколько удачен оказался их выбор, как они считали, после демобилизации. Были ли они счастливы от этого или тяготились этим выбором? Ну, могу лишь предположить, что они очень гордились сыном мной. И не только потому, что он занимается престижным и в глазах знакомых, конечно, сослуживцев и знакомых, престижным делом, а еще и потому, что это работа ему в радость. Они были очень горды внутренне. Они никогда об этом не говорили. Я просто понимаю, вот зная их все-таки, я понимаю, что это было так. Ну, возвращаясь к радио, редакторы других редакций, не могу о них не сказать, хотя они как бы непосредственно ко мне никакого отношения не имели, но тем не менее. Это напористые, вот скажем, куражистые такие редакторы промышленности. Владимир Соловьев, Светлана Бессонова были. Это что-то, это просто опять же с того же самого художественного фильма, колоритного. И вы знаете, не могу не назвать еще одного своего коллегу, язык не поворачивается назвать его куражистым, что ли, музыкального редактора Николая Желобцова. Вот представьте себе такой слегка заикающийся мужчина Саха уже в годах. Он никак не выглядел в моих глазах примером для подражания. Ну, откуда я тогда, впрочем, мог еще знать, молодой и глупый, как мог постичь всю прелесть его работы. Дело в том, что вот его супруга, она работала уборщицей у нас. И я по вечерам время от времени их видел вдвоем, он помогал ей полы мыть. Ну, собственно говоря, не возвышенное же, не творческое это занятие полы мыть, тем более в глазах молодого человека. Но, однако, он запомнился мне не этим, хотя это тоже характеризует человека. Сколько более поздним изумлением, и я вот не побоюсь сказать это вот так вот возвышенно, немножко определенным преклонением перед тем, что во многом именно он создал фонотеку якутского радио, якутской песни. Это сделал он. Я вот, хотя в то время был молод, но все-таки достаточно, ну, как мне кажется, отчетливо сознавал, что вот все, чем заняты мы, ну, вот молодежной редакции, все это уйдет вместе с нами, ну, как бы, как вода в песок, канет в лету. Я даже, по-моему, тогда думал, что туда ему и дорога. Вот. Я в своей работе это уже так думал. А вот то, что он делает, останется до тех пор, пока физически сохраняются вот уникальные вот эти записи. Благодаря ему они сохраняются. Сейчас, скорее всего, этого уже никто не делает. Ездить по районам,
по улусам, мотаться на оленях, на конях и зачастую пешком, и возить большой магнитофон зимой на санках, чтобы записывать эти музыкальные фонограммы. Это что-то сейчас, наверное, на такие подвиги никто не готов, не согласится. Ну и вот еще, пожалуй, своего рода преклонение уже тогда вызывала у меня наша телефонистка и цветочница по совместительству Светлана. Все ее так и назвали, я, честно говоря, даже не знаю, как ее фамилия, это ее по имени все называли. А преклонение за тот, ну, нельзя сказать, что цветник, оранжерею, что круглый год благоухала у нас в радиодоме и на студии телевидения тоже. Она делала это от души. Ей было это приятно, она хотела жить и работать в такой вот атмосфере. Не просто приходить там и делать, так сказать, что-то там технически, вот телефонистской работы, какие-то манипуляции там осуществлять. Вот это дорогого стоит, это действительно здорово. Ну и еще помимо, кстати сказать, работы в молодежной редакции, мне приходилось заменять на время болезни или отпускников дикторов. На русском языке, конечно. На радио их работало всего трое: Валентина Степанова и Марина Гриненко. Кстати сказать, голоса у них были очень поставлены. Они, не знаю точно, но, видимо, они имели какое-то актерское образование. И голоса у них были, кстати, на удивление очень похожи, но они немножко были разные по темпераменту. Более такая строгая была Валентина Степанова, а Марина Гриненко, она была такая немножко более романтичная, ну и, соответственно, тембр голоса у нее был более такой лиричный, что ли. Ну и третьим Игорем был Игорь Гурьев, он тогда работал и на радио, и на телевидении. А на якутском языке моими напарниками по ведению программ были, тогда программу вели тоже на двух языках, на русском и на якутском языке. Так вот, на якутском языке это была Фёкла Савишна Иванова, Дмитрий Избеков. И вот имя еще третьего диктора на якутском языке я, к сожалению, не помню, память не сохранила. Но зато, сколько я себя помню, столько же помню и голос Афанасия Готовцева. Этот голос у меня до сих пор вызывает дрожь, когда я слышу в записи любую передачу. Он на якутском языке читал. В архиве сохранились, естественно, литературные записи, то есть какие-то литературных произведений. Это голос из моего детства. Безмятежного, далекого. Голос из другой жизни, так можно сказать. Ну и пару слов, наверное, об общественной комсомольской жизни. Я вот уже упоминала, Марина Чернова, она была начальником цеха радиовещания. А кроме того, была Марина Мухамедьянова. Сначала работала редактором «Последних известий» радио, потом режиссером на телевидении. Тот же вот Андрей Крумин, при нем был инженер телевидения после эмиграции Льва Наумовича Песихиса. Он уехал в Израиль, он стал начальником цеха телевидения. Рита Кандаурова, это ассистент телережиссера у нас была такая. Людмила Кириллина, артистка хора. Алексей Козлов. Он сначала работал диктором на радио с актерским образованием, а потом стал редактором. Артур Варшавский, редактор радио. Вот странно, только я почему-то не помню, в какой редакции-то он работал. И вот еще по комсомольской работе, вот я Пашу Федорова помню, кинооператора. Вы знаете, я почему называю не просто потому, что вместе работали в одно время, а потому что наша комсомольская организация, это была такая душевная очень организация, как это ни странно прозвучит. Но вот, тем не менее, комсомольская организация в органе пропаганды и агитации совершенно не занималась политикой, а досугом. Это и спектакли, и субботники с целью заработать на то, чтобы съездить летом. Я помню, слетать, значит, в Черкёв мы летали с ночевой. Или съездить на теплоходе, на круиз, на Ленские столбы. Ну и, наконец, просто совместный отдых. Отличное было время, отличное. Тоже были ребята, это было здорово. На телевидении, ну, что касается телевидения, я же говорил, что совместное было, объединенный телерадиокомитет был. На телевидении в советские годы работа мне свела с главными режиссерами
в разное время это Алексеем Слепцовым, Ольгой Ильиничной Новгородовой, телережиссерами Татьяной Петровой, Аллой Иннокентьевной Сухановой, с кинооператором Валерием Ивановичем Забоевым. Натура чрезвычайно артистичная. Ну, наверное, впрочем, и неудивительно, по крайней мере, по его словам, он был актером, актерское образование какое-то, чего стоят его одни байки о времени работы, о годах работы в Норильске, в местном театре, где он якобы был любовником, ни больше, ни меньше, Светланы Аллилуевой. Ну, вот, это с его слов, по крайней мере. С кинооператорами Вячеславом Бочковским, Валерием Дегтяревым, старшим кинооператором Иннокентием Каменевым, звукорежиссером Любовью Чащиной, художниками Мишей Павловым, Иннокентием Барахтыровым. Кто еще у нас работала? Супруги Анна и Роман Платоновы. Аня работала администратором киногруппы, а он был телеоператором в павильоне. Фотограф и кинооператор Паша Федоров уже упоминал. Еще одной супружеской парой Валерием и Любовью Литвинцевым. Она была техником монтажа, а он телевизионным оператором в студии. Дикторами Валерией Максимовой, Ольгой Ивановой, Натальей Сезоновой и Евгением Кочергиным. Вот, кстати сказать, вы знаете, в биографии Евгения Кочергина, вот та, что в интернете можно почитать, почему-то отсутствует упоминание о работе в Якутске. Ну, то есть получается, что из студии в Мирном, телевизионной студии в Мирном, где он тоже был диктором, он как бы сразу уехал на работу в центральное телевидение. А это не так. Потому что несколько лет Евгений проработал на телестудии в Якутске тоже диктором. А по совместительству, кстати сказать, ну это я в личном порядке, так сказать, знаю, он еще работал учителем физики в соседней школе рабочей молодежи. Вот. А в поле зрения руководства Гостелерадио СССР он попал во время командировки. Дело в том, что в советское время все специалисты всех профессий Гостелерадио со всех регионов, они проходили обязательно стажировку во Всесоюзном институте повышения квалификации в Москве. Вот. И как раз вот во время такой командировки москвичи и положили глаз на Евгения Кочергина, и очень скоро его пригласили для работы в группу дикторов центрального телевидения, после чего он, собственно говоря, и прославился, можно, наверное, так сказать, на всю страну. Вот. Ну, мне самому, кстати сказать, в этом институте повышения квалификации довелось бывать дважды. Трехмесячные были курсы в 82-м и в 89-м годах. Но в середине марта 1991 года я перешел на работу в Московское информационное агентство «Интерфакс». К тому времени я уже год, с февраля 90-го года, я внештатно с ними сотрудничал. Переход, собственно говоря, для меня это был совершенно закономерным. К тому времени на радио я себя полностью уже исчерпал. То есть ничего нового я придумать не мог. А делать изо дня в день одно и то же уже как-то это немножко неинтересно было. На подготовку часового эфира по воскресеньям, который был, у меня уходило максимум 3 дня, а все остальное время я просто, можно сказать, скучать. А работа в Интерфаксе, по крайней мере, в первые годы меня захватывала. Там были совершенно иные критерии оценок качества работы. Ну и к тому же, вот в первые годы агентства за Уралом не было ни одного корреспондента. Вот. А я для подготовки новостная рубрика была такая в современном разговоре «Радио Восток Транзит». Я перезнакомился со своими коллегами с радио Новосибирска, Кузбасса, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Магадана и Анадыря. Так что багаж кое-какой был и в профессиональном, и в смысле вот таким организационным. Ну и кроме того, желание все-таки освоить новую специализацию, оно очень сильное было. Так что я с радио ушел довольно легко. Ну, а ниже я в тексте, в описании к этому видео я поставил ссылку на документ в Google Word,
в Google документах, вернее сказать. Там содержатся ссылки на тексты максимума моих материалов, которые я подготовил с 90-го года по 2016 год. Расшифровки текстовые. Там и телевизионные передачи, радиошные передачи, материалы, которые я готовил для газет, журналов, информационных агентств. Перечень этот будет пополняться, потому что работа просто чудовищная. Объем, я имею в виду, очень огромный просто, чтобы все это разместить, конвертировать в такой вот в цифровой формат. Это этим я уже занимаюсь, с какого, получается, уже 8 лет я этим занимаюсь. И все никак конца, ни края работы не видно, потому что очень много. Так что перечень этот будет постоянно обновляться.